Или против поправок в основной закон страны. Итоги референдума ждали все, потому что на этот раз все было по-иному. Выборы растянулись на неделю, в 2 регионах голосовали в электронном формате, на производственных предприятиях участки развернули прямо в промышленных зонах. Перечисленному процессу предшествовала жесткая полемика. Изменения в Конституцию не оставили равнодушным никого. Огульная критика поправок в эту Конституцию, которая сейчас идет, я бы даже сказал, оголтелая критика на последних днях, она направлена на то, чтобы ослабить Россию, чтобы не допустить, чтобы у руководства нашей страной оставался сильный лидер, который на сегодня является несомненным лидером среди руководителей государств всего мира. Недельный люфт для высказывания гражданской позиции оказался очень удобным. Однако 1 июля, основной день голосования, подводил итог. В зоне особого внимания была явка. Для промышленных районов психологическим барьером всегда была цифра явки электората за 40%. В Алданском районе он был пройден после подсчета на 15 часов местного времени. Конечно, напряженная работа, да, в течение недели, но результат, конечно, всегда хотелось лучше, но качеством доволен. Проголосовавшим, конечно, 38-45% для города Алдана это недостаточно. Еще раз склоняюсь к тому, что территориальной избирательной комиссии надо списки проверять, потому что не голосуют целыми семьями, целыми улицами, да. В общем, картина наблюдается. 61% за поправки в Конституцию по Алдану, городу, нормальный результат. В целом по району участки для голосования посетили 44,7% электората. Из этого числа за изменения в Конституцию Российской Федерации высказались почти 57% избирателей, против 41,7%. Нарушений не зарегистрировано. Нарушений вот в данный час, на сегодняшний день, нарушений не выявлено на избирательных участках. Как показал референдум, большинство населения за поправки в основной закон и ратуют за социально-экономический рост, благосостояние и укрепление мощи государства российского. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан.